Каким было ваше последнее слово? Я просил прощения, что сыне погибшего. Просто сказал на усмотрение суда приговор. Можно я тоже скажу? Да, скажите, пожалуйста. Тоже вот несколько. Молчу все время. Это неправда, что предлагались какие-то взятки потерпевшим. Это абсолютная неправда. Потерпевший сказал, что нужно поехать на передачу. И тогда он будет разговаривать о сумме денег, которые бы они от нас взяли. Этот разговор был, состоялся на стоянке, где хранится БМВ. Еще один разговор был после передачи, когда я лично подошла к Марине Смолягиной и сказала: возьмите деньги в возмещение ущерба, возьмите без расписок, без составления каких-либо документов. Я все понимаю. Они понесли утрату, естественно, невосполнимую. Но это не дает права врать таким образом и врать на протяжении всего процесса. Я молчала. Она не получала повестки изначально. То есть началось с чего? Не получали повестки, не вызывали свидетелей. При мне звонок был ей о том, что приходите в предварительное слушание. Мы здесь все были. Был адвокат, был гособвинитель, все были. Тем не менее, она сказала, что у нее просто нет представителя в настоящее время, он где-то находится в другом месте, и она поэтому не придет. Все-таки она явилась. Без нее невозможно было провести предварительное слушание. Есть иные инсинуации о том, что следствие передавалось, еще что-то куда-то передавалось. Следствие затягивалось столько времени только потому, что писались жалобы. Дело уходило в Москву по жалобам, уходило еще куда-то, постоянно проверялось. Поэтому столько и длилось это следствие. А не потому, что я какое-то воздействие там оказывала или не оказывала, не было никакого воздействия. Я не подходила к ней и не предлагала денег за решение вопроса. Этого не было никогда. Я звонила Пастернаку Лев Натановичу и говорила: давайте мы возместим ущерб, давайте мы каким-то образом поможем этой семье, давайте обсудим. Это было. Но никаких решений вопроса не было. Я не понимаю, зачем брать. И еще я не могу так разговаривать, так, как это получается у нас у Марины Смолягиной. Очень долго наблюдаю, мне кажется, какое-то, не знаю, что какое-то кликушество просто. Вот, честно говорю, ни разу ничего плохого о них не говорила. Но невозможно, не надо делать на примере моего сына учебные процессы. Я очень не хочу. Не надо бороться за права всех на примере моего сына. И еще я очень прошу, чтобы наказание не назначалось. Не с учетом того, я настаиваю, это давление на суд. Потому что любое другое решение, мы пойдем до конца. Я тоже пойду до конца. И я тоже буду бороться за своего сына. Пусть решение будет справедливым в рамках тех наказаний, которые обычно назначаются по такого рода делам. 5 человек погибших. Девушка, у нас был процесс если в России. Назначили наказание 4,8 или 5 лет. Почему моего сына на 7 лет в тюрьму должны посадить? Исправление. Почему не было сигареты? Потому что все свидетели об этом говорят. Назовите хоть одного свидетеля, только общие слова. Наш адвокат назвал конкретные свидетели, конкретные протоколы, конкретные листы дела. И кто что говорил. С той стороны только общие фразы. Всеми доказательствами дела подтверждено. Все свидетели, все врачи так говорят. Хоть одного человека назовите, конкретно протокол. Том, лист дела. Не общие слова, а доказательства. Да, были недочеты. Не должны эти недочеты отражаться на судьбе моего сына. Действительно, 15 минут. Посмотрите сами протокол, вам не дадут, наверное. Посмотрите протокол, посмотрите акт обследования. То есть он в половине 12-го, еще на Пушкина составляется протокол. В 00:04 уже окончено его обследование. В 00:30 он уже опять составляет протокол, при том, что в 0:16, 0:19 у него еще образцы проб отбираются. Как это вообще возможно? А врач вообще на него смотрел 15 минут времени на все. На изъятие образцов, на осмотр, на внешний, на внутренний, на раздевание, на исследование проколов, на измерение давления, на пробу Ташина, на все. Попробуйте, сделайте вы качественный акт. А почему тогда до этого приезжала скорая медицинская помощь?
там все нормально. Там ничего нет. То есть опять я договорилась, видимо, но меня в стране не было. Почему там врачи указывают нормально? Почему? Да потому что его привезли в РНД с ДТП. Туда привозят с ДТП. Есть, нет клинические признаки, их напишут. Их просто укажут, потому что с ДТП. Я не говорю, что у него не обнаружены вещества. Но это тоже надо исследовать. Нельзя голословно говорить. Отец смягчает там что-то. Да, это... Ладно, не важно. Спасибо, пришел. В общем, вот, извиняюсь, да, но это вот я просто не выдержала после выступления. Я так и дальше могу. А можно вопрос еще задать? Как вы считаете, какой вот будет приговор в результате? Я не могу предопределять. Я не могу так говорить. Дайте, я настаиваю, чтобы ему дали условное наказание. Я не могу так говорить, потому что суд должен решать. Но в рамках тех, в которых обычно это наказание назначается. Не надо из моего сына делать прецедент, учебный процесс, как сказал гособвинитель. Это мой ребенок.